Школа – это не только здание и не только стены, в которых ты провел 10 лет своих самых-самых ярких, наверное, детских лет. Это в первую очередь учителя, преподаватели, которые приходили к нам ежедневно на урок, учили нас уму-разуму. Ну и это, конечно, твои одноклассники, друзья. Мы ведь учились с 1 по 10 класс одним целым коллективом. Никто нас не делил, никто от нас не уходил. И остаемся такими всю жизнь, по жизни. Знаем, кто где живет, кто где работает, у кого сколько детей и внуков уже теперь. Вот я думаю, что школа это вот очень важно для каждого человека. Завьяловская школа – это для меня мой воспитатель. Она дала очень много для нас, для нашего поколения, и для моих детей. Мои дети учились в школе, внуки проучились, внучка здесь уже работает. Вот на самом деле ведь тогда обучение шло, вот мы в начальной школе и до средней школы, и в средней школе готовили дрова, сами пилили в школе, сами сушить ложили, сами заносили в классы. Мы, когда перешли в 9 класс, первую производственную бригаду организовала Анастасия Ивановна Мокрецова, и председателем колхоза Николай Сидорович Мокрецов работал. Мы работали в колхозе, но нам очень это понравилось, потому что мы в школе и питались, и спали. Как бы все равно это для нас совершенно новое было, для детей войны. В свободное время с нами всегда учителя были. Вот. Поэтому, конечно, в школе очень хорошие, добрые воспоминания у меня. Я начинал учиться в деревянных зданиях. Их было несколько, их было, ну, по моему подсчету, наверное, 3 здания было школы деревянных. Эту вот школу, через которую я сегодня зашел, мы достраивали, мы устраивали субботники. И 1 сентября, когда нам идти в 5 класс, мы пришли сюда вот, и закончили ее вот уже здесь, вот в этом двухэтажном здании. Осенью собирали картошку, значит, всех на поля отправляли. Вот. Я говорю, слушай, давай я баянчик возьму. А мы взяли сидушку от какого-то автомобиля, значит, и вот туда кузов погрузили. Значит, Сергей едет на этом тракторе. Я играю русские народные, частушки. И вот эта линейка, все с открытыми ртами смотрят. И там Юрий Николаевич Кузнецов был директором. Вот он как-то это воспринял так. Залез на этот трактор и как Ленин с броневичка вещал, и уже нам этот и дождь не дождь, и работа не работа, уже это было весело. Ну, в тот период мы же жили с учетом существования коммунистической партии, и комсомола, и пионерии, и практически во всех этих общественных детских объединениях мне пришлось поучаствовать. И то, что делали, мы считали, что это очень важно, это очень нужно, вот, так как комсомол являлся большим помощником коммунистической партии. Коллектив был очень большой, коллектив был очень дружный в школе. Мы были всегда лучшими в районе. Сейчас, когда уже на пенсии, то всегда задаю сама себе вопрос, хотелось бы ли мне вот вернуться к тому, что уже прожито. И для себя я делаю всегда такой вывод, что если бы это все вернулось, то я бы обязательно вернулась в школу и никуда из нее не уходила. Потому что вот для меня это было, оказывается, самым главным в моей жизни. Самые эпохальные моменты в каждом учебном году – это первый звонок, когда ты смотришь на детей, возвращаешься после отпуска и смотришь на детей и думаешь, вот ради чего ты работаешь. Они обнимаются, здороваются, казалось бы, вот даже атрибутика 1 сентября, а это доставляет такую радость, это передача радости из рук в руки.
своего эмоционального состояния из рук в руки. Но вот эта вот радость встречи, она такую поддержку мощную дает. Не зря этот праздник придуман, да? На целый месяц дает поддержку. А там уже скоро и День учителя, а там уже скоро и Новый год. И тут же у нас следом с вами праздники, мамы и папы, которые также и к нам относятся. А дальше уже и последний звонок и выпускной. И тогда, когда ты на последнем звонке искренне сидишь и рыдаешь, каждый раз думая, в этом году я не буду, в этом году я не буду. И каждый раз рыдаешь и понимаешь, что уходят такие, которых больше не будет, и такие не повторятся. И со страхом ожидаешь, неужели больше не будет ничего, и вновь приходит это счастье. Вот это и есть секрет молодости. Если честно, я был не самым лучшим в классе по информатике. Для меня было это очень сложно. Компьютеры только-только тогда набирали популярность. То есть домашние компьютеры были у нас не то что в классе, а даже в школе у единиц. Вот. И достаточно сложно воспринималась вот эта вся информация, связанная с компьютерами, потому что непонятно было, если ты не можешь, допустим, дома у тебя нет компьютера, и тебе объясняют, как набирать документ. Вот. Было сложно. Сейчас, конечно, век новых технологий, без компьютеров мы свою жизнь уже представить не можем. Вот. Ну, информатика стала, конечно же, сложнее, вот, но она стала доступнее, вот, с этой точки зрения. До сих пор помню, как мы участвовали в школьном КВНе. У нас была команда учеников, мы выступали против команды учителей и победили. Победили учителей, были непередаваемые ощущения. Вот, помню, как держал кубок, стоя на сцене. Конечно, это было очень приятно. Вот на всю жизнь я это запомнил. Было здорово. В этой школе у меня учился еще брат, а также учился папа, бабушка, дедушка и даже прабабушка. Сейчас я, вспоминая себя прежнюю, всегда говорю детям, что они не самые хитрые, что я все равно хитрее, и я знаю все их хитрости, которые они могут применить относительно меня. Все эти «я забыл тетрадку», «это кто-то виноват», или «я не выполнил, потому что где-то что-то забыл или не успел». Я должна научить их учиться в первую очередь, чтобы они могли это делать самостоятельно, не только под чьим-либо руководством. Завьялов растет, школа должна тоже расти. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот это прозвучало у нас, наше желание. Хотелось бы, чтобы правнуки уже учились в новой, красивой школе. Учителям, которые здесь работают, и ветеранам, и тем, кто приходит к ним на смену, я знаю, что здесь много молодых учителей сейчас, не забывать традиции старой школы, в которой еще мы учились, и привносить что-то новое, свое. Хорошего вам здоровья и, конечно, мира в семьях, в школе, чтобы взаимопонимание всегда было руководителей и педагогов, было уважение руководителей к педагогам, чтобы это все сохранялось, и тогда будет коллектив хороший, дети будут хорошие, и большими помощниками будут всегда родители. С праздником, с юбилеем вас! Я бы хотел пожелать отзывчивых и любящих и помнящих учеников. То есть, чтобы дети, которые прошли обучение в нашей школе, чтобы они не забывали о нашей школе, не забывали своих учителей, и затем уже во взрослой жизни поддерживали нашу школу, принимали участие в различных мероприятиях, вот, ну и вообще жили школой, жили в школе. Хотела пожелать родной школе благополучия, процветания, чтобы ученики, выходя из стен этой школы, всегда вспоминали о ней с теплотой, с радостью, чтобы они возвращались сюда в качестве учителей, работников, чтобы гордились тем, что учились в этой школе и отправляли своих детей именно в эту школу. Пожелать хочу я школе адекватных родителей, чтобы они понимали,
вставали на место учителей, реагировали как бы более лояльнее. Некоторые бывают, что вспыльчивые родители. Ну и, конечно, процветание школы, чтобы она славилась не только на Завьяловский район, но и на всю республику, но и на Россию. Я желаю нашим детям и нашим педагогам в первую очередь, особенно тем, кто не наши и кто не знал такой радости вот наших школьных дней именно в нашей Завьяловской школе, чтобы у наших нынешних детей вот ощущение радости, нужности, что ты здесь единственный, и что тебя контролируют и отслеживают не потому, что хотят как-то отметить все твои недостатки, а именно твои достоинства, твои удачи, твои успехи, поддержать тебя. Мы так росли в этой школе. Я так хочу, чтобы в этой школе было так всегда. Сохрани, живи, действуй.